Всем привет! И с вами я, Ольга, и мой канал о вязании Вяжи Мама. Сегодня у нас 26 ноября, вторник, и я опять начала снимать. И вот это видео будет посвящено участию в марафоне Алины с канала Алина Вяжет. Неделя стартов. Я понимаю, что неделю девочки все начали вчера в понедельник. Вчера утром я проснулась с мыслью о том, что да, я созрела опять снимать видео. Мой везун вроде бы уже в воскресенье прошел. И я готова принимать участие в этом марафоне, снимать, но придя вечером с работы, какая-то я была честно замученная, что честно, смогла посидеть чуть-чуть повязать. Мне не хотелось ни болтать, ни снимать. Хотелось зарыться под одеяло с вязанием и с ноутбуком, с фильмом каким-нибудь. Но сегодня все-таки я взяла себя в руки и решила вступить в неделю стартов. И неделю эту стартов я начну с платья, которое я должна буду довязать в этом году. Также это у меня платье будет участвовать в марафоне «Новогодний дресс-код», который организовала Татьяна. Ссылку на ее канал я оставлю внизу. Также это платье у меня участвует в марафоне Анастасии Рымнашко «Связать до Нового года». И также в марафоне, в СП Татьяны Косовой «Краски осени 3». Короче, у меня это платье, оно идет с марафона в марафон. Хотя, по идее, это платье я должна была начать вязать 20 октября, потому что... Так, о чем я? О том, что я должна была это платье начать вязать еще 20 октября. Тогда начался совместник платный у Ольги Захарченко. Фотографию платья я вставлю. Платье называется Татьяна, но у меня все был какой-то невезун. Сначала я не могла очень долго связать образец. Потом я начала это платье вязать. По образцу все рассчитала и просчиталась на целых 20 сантиметров. Не знаю, или у меня с момента вязания образца, хотя образец я вязала крючком 1,25, а начало платья, у меня был это китайский крючок из китайского набора, а начало платья я вязала крючком 1, причем крючок Чиагу у меня был, есть он. И, короче, я просчиталась по образцу вязала по образцу и просчиталась на целых 20 сантиметров. Хорошо, что я там связала где-то ряда 4 или 5. Взяла следующий моток уже по вот этому новому громадному образцу, распочитала все по новой. Взяла другой моток и начала вязать по новой. Короче, все у меня получалось. Вязать я начала в воскресенье. Я не могла в воскресенье, не знаю, почему я такая дудочка, снегурочка, не начала снимать с начала этого видео. Просто честно не знаю почему. Что-то как-то даже в голове не щелкнуло. Можно же было так сделать. Вяжу я вот из такой ниточки. Пеликан от Виты. Это 50 грамм. Здесь в 50 грамм 330 метров. У меня таких 15 мотков. 10 мотков у меня с одной партии и 5 мотков у меня с другой партии. Вот сейчас я вяжу, уже где-то вымазала, из тех 10 мотков, которые у меня с одной партии, потому что, например, я где-то, иногда смотрю видео девочек, и девочки рассказывают, что вроде, заказывают, например, заказали пряжу, вяжут, потом, бац, у них там моток закончился, последний, не хватило там на манжет или что-нибудь, они заказывают еще один моток такой же пряжи, такого же номера, приходит там другая партия и отличается на 1,5 тонна. Или на полтонна, заметно. И я, чтобы такого не было, все тело я свяжу пряжей с одной партии, потому что я знаю, что это была одна партия. Это у меня была упаковка одна целая запакованная, запечатанная, так что там точно все будет идентично. А уже если не хватит у меня, то там крылышки я буду вязать второй партии. Так можно. Так будет
симметрично, красиво. И вообще это авторская задумка. Так вот, как я говорила, я не смогла дождаться в воскресенье объявления Алиной о начале старта, недели стартов, начала вязать. И на сегодняшний день я провязала так. Вот так. Это зад, спинка. Вот, да, не делайте никогда так, не надо так делать. Но это просто я сегодня планирую еще повязать. Это у меня уже второй моток. Слушайте, как оно мне нравится. Вот такое вот симпатичное платьюшко у меня будет. Это юбка. Юбка двухъярусная, то есть я свяжу юбку, один ярус, сделаю обвязку и потом буду под обвязкой там из какого-то ряда набирать нижний ярус. Короче, задумка очень интересная, как всегда у Ольги. Такие интересные дизайнерские платья, просто вот даже вот узор, он же не самый сложный, такой простой, довольно-таки часто встречающийся, но вот как он лежит в этом платье, мне просто нравится. Сейчас покажу, насколько мне хватило первого мотка. Вот. Сейчас запутаюсь. Так, тын-тын-тын-тын-тын-тын. Сейчас выверну. Подождите, не спешите. Вот это. Вот на такое расстояние мне хватило первого мотка. Ну, я думаю, где-то на юбку одну мне сначала надо будет 3 мотка. И потом на нижнюю, не знаю, сколько, я даже не думала, потому что хочу связать верхнюю юбку, пояс, верх, а потом уже нижнюю, уже регулировать длину, ну, чтобы вообще не перевязать, чтобы это будет обидно. Так, вот это я рассказала о участии в марафоне Алины с этим платьем. Также упомянула об участии с этим платьем в марафоне Насти Рынашко «Связать до Нового года». И сейчас расскажу о том, что это платье у меня будет участвовать в совместнике. Как это назвать? Все, я уже забыла. Ну, скажем, совместники. В марафоне новогодний дресс-код. Там девочки придумали вообще такую классную фишку. Они снимают видео о начале с новогодней атрибутикой. Вот у меня новогодняя атрибутика, шар. Снежный, зимний, с домиком и елкой. Рассказывают о том, что они будут вязать. Потом в течение месяца периодически снимают пару видео о том, как она будет продвигаться их вязание. И потом вся фишка новогоднего дресс-кода в том, что когда на Новый год мы будем такие красивые, нарядные, поздравлять вас с Новым годом наступающим, мы будем в этих нарядах, которые мы связали в этом челлендже, марафоне, совместном вязании. Короче, я запуталась. Потом подпишу все, как правильно называется, все. Так что вот, у меня таких 15 мотков, вот, грубо говоря, 1,5 мотка я извязала за 2 дня. Так что у меня есть шанс, большой шанс в том, что я все свяжу. Конечно, может, это, конечно, свет так падает, но мне кажется, что немножко ярче цвет на видео, чем в жизни. Это цвет 3983. Очень такой цвет, мне нравится. Вот этот цвет под мои голубые глаза будет вообще отдавать таким красивым синим цвет. Глаза будут вообще без оттенка серого. Так что вот это мои продвижения за эту неделю. За эти 2 дня. Все, я заговариваюсь. За эти 2 дня. Ну, наверное, на этой неделе это будет все мое движение платья, потому что же неделя стартов. Мне еще надо 4 проекта точно начать. Так что я пошла сегодня еще вязать.
вот это. Надо найти пряжу на следующий проект, приготовить, чтобы утром вам начало снять. А вам тоже удачных начала новых проектов. Все, всем пока-пока. Я пошла вязать.